Известны сроки начала курсирования воздушных подушек. Сколько придется заплатить за проезд? Дополнительные меры примут для повышения рождаемости. Как планируют повышать демографию в Дальневосточном округе? В Бруклине открылся музей пиццы. Какие инсталляции предлагают посетителям? Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Дополнительные меры примут для повышения рождаемости в Дальневосточном федеральном округе в срок до 30 декабря. Соответствующее поручение правительству страны дал президент Путин. Речь идет о повышении размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделении средств при рождении второго, третьего или последующих детей. Средства дальневосточным регионам будут выделены из федерального бюджета. Также правительство России должно обеспечить снижение ставки ипотечного кредита для семей с детьми. Скидки пожилым людям предоставит Полярные авиалинии. С 1 ноября по решению руководства авиакомпании пенсионерам будет предоставлена скидка в размере до 20% на рейсы авиакомпаний зимнего расписания. К примеру, если билет по маршруту Якутск-Сангара обходился в сумму 14 тысяч, то с ноября для пенсионеров он будет стоить 11 200 рублей. Размер скидки будет варьироваться от тарифа дня. Напомним, что полярники выполняют регулярные пассажирские рейсы по 23 межулусным направлениям и более 130 направлениям по внутриулусным. С завтрашнего дня с 202 микрорайона будут курсировать суда на воздушных подушках. Проезд по маршруту Якутск-Нижний Бестях составит 1000 рублей. В Ленскую автобазу поступило 5 тягачей «Вольво». Кто-то поедет на север доставлять груз для компании «Алроса», кто-то будет заниматься перевозкой руды на Верхнемунском месторождении, которое разрабатывается на базе Удачнинского ГОКа. Но для всех новых тягачей и автопоездов, поступивших в распоряжение Ленской автобазы и автобазы номер 3 Удачнинского ГОКа, найдется применение. Новые модернизированные автомобили проходят технический осмотр в ленских авторемонтных мастерских, а на Верхнемунское месторождение отправится 24 «Скани» и 20 «Вольво». У нас в этом году по плану технического перевооружения 2018 года должно прийти, в общем, по компании, по МТП и ЛТП 10 автомобилей «Вольво». Но пока пришли вот 5 автомобилей, которые сейчас у нас в автобазе. По следующему, по зимнику, скорее всего, придут еще 2 автомобиля нам по распределению и 3 автомобиля в Миринский участок. До этого у нас расстояние было от карьера до фабрики 3-4 километра, а сейчас Верхнемунское месторождение 150 километров. То есть большегрузные самосвалы карьерные туда уже как бы не целесообразно использовать. Поэтому вот перешли на автопоезда и зараз перевозим 95 тонн. По экономичности, по всем параметрам они превосходят эти катера, катерпиллеры, которые у нас работали. По легенде пожарных учений в Якутске в детском саду «Кораблик» по улице Губина 3/1 произошел пожар. По замыслу в здании задымление, сотрудникам необходимо самостоятельно покинуть здание и эвакуировать 136 детей. А пожарным проверить, не остались ли дети, и ликвидировать возгорание. Тренировка прошла согласно гарнизонных мероприятий по тушению дошкольных учреждений. В ходе учений задействовали 8 единиц техники и 44 человека личного состава. Таким образом, проведена не только тренировка спасателей, но и проверена готовность работников детского сада к возгоранию. Все было сделано согласно приказам, методическим рекомендациям. Ну, и задействованные силы также прибыли вовремя. Так, эвакуация также произошла в определенное время. Даже работники учреждения этого детского садика полностью отработали по нормативам, даже быстрее все это произошло. Данные учения прошли успешно. Злостных неплательщиков алиментов разыскивают повсюду, делая их жизнь нелегкой. Но это не мешает им продолжать уклоняться от своих обязательств. Судебные приставы не всегда справляются с большим количеством таких граждан, поэтому на помощь им в последнее время все чаще приходит прокуратура. О том, сколько злостных неплательщиков привлечено к ответственности в Мирном, расскажет Роман Муконин.
Россияне задолжали за неуплату алиментов более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщают надзорные органы. Ситуация сложная, поэтому в декабре прошлого года судебные приставы получили право задерживать неплательщиков. Но даже эта мера не всегда помогает. В службе судебных приставов Мирнинского района таких дел больше всего. В них фигурируют сотни человек. У десятков из них задолженности по алиментам более миллиона. На 1 октября в Мирнинском РОСП находится 369 исполнительных производств в отношении должников, которые не уплачивают алименты в добровольном порядке. Соответственно, из них большинство уклоняется от алиментов. Поэтому приставу необходимо принимать полный комплекс мер по принудительному взысканию. То есть это ограничение выезда из Российской Федерации, также наложение ареста и взыскания на денежные средства, которые находятся в банках, также наложение ареста на имущество должника, если оно имеется, и ограничение спецправа, то есть водительского удостоверения. Справляться с большим объемом работы у судебных приставов не всегда получается. Сказывается нехватка персонала и низкая заработная плата сотрудников. Это приводит к постоянной текучке кадров. Поэтому там, где не успевают приставы, подключается прокуратура. Прокуратурой города Мирного по итогам 9 месяцев 2018 года было поддержано государственное обвинение по 12 уголовным делам в отношении лиц, виновных в совершении преступления «злостная неуплата алиментов». По 2 из них дело было прекращено в связи с примирением сторон. По 10 делам в отношении виновных лиц вынесено наказание исправительной работы с удержанием в доход государства от 5 до 10% заработной платы. И помимо этого они еще должны будут уплачивать алименты. Как правило, уклоняются от уплаты алиментов мужчины, но теперь в уголовных делах все чаще появляются женщины. В этом году 2 нерадивые матери уже привлечены к суду. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». В травмпункты Якутска все чаще обращаются пострадавшие горожане. В республиканской больнице номер 2 озвучили статистику. Насколько увеличилось количество обращений и с какими травмами в это время года обращаются наиболее часто, расскажет Саргалана Федорова. Уже несколько дней в Якутске царствует гололед. Он стал серьезным препятствием, особенно для пожилых людей. Елена Готовцева в прошлую пятницу оказалась в больнице по вине скользкого тротуара. Упала и сломала руку. Ей сделали операцию. Прошла успешно. К концу недели Елена готовится выписаться. Просто как-то слетела и упала. Вот так подбрасывает иногда человека как-то. Ну, уколы, таблетки. Еще это повязка, перевязку делаю и на рентген хожу. Иногда 2 раза в день. И все нормально, сплю хорошо. В учреждение за сутки обращается в среднем 20 человек с переломами и травмами. Из них госпитализируют порядка 6-7 человек. Среди наиболее характерных травм, с которыми горожане обращаются к врачам, перелом конечностей. Человек, когда падает на руку, ломает себе выше лучезапястного сустава, лучевой кость, в типичном месте называется, лодыжки ломают, на ногах, нижней конечности, связки разрывают. Есть специальные средства, наверное, которые продаются в аптеках, в магазинчиках. Надо их приобретать и пользоваться этими когтями, как они называются, да? Одеть на обувь и ходить спокойно. У пожилых людей диагностируют наиболее серьезные травмы – переломы позвоночника, бедра. Врачи стараются оперировать больных как можно быстрее. Доктора выполняют до 10 операций в сутки. Чаще всего ломается лучевая кость. У молодых это переломы нижнего отдела голени, лодыжки ломаются. Надо уметь правильно падать, но не каждый это сумеет. Поэтому нужно просто с осторожностью передвигаться. Погодные условия в столице остаются сложными. На этой неделе вновь ожидаются осадки, перепады температуры воздуха. Не все тротуары посыпаны песком, поэтому пешеходам следует сохранять особую бдительность, передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск.
Психологическая готовность к экзаменам важна не менее, чем предметная подготовка. Тестирование перед видеокамерой – это стресс, который может привести к ошибкам. К тому же не так страшен экзамен, сколько его ожидания. Алданские педагоги начали психологическую подготовку к предстоящим испытаниям. Планомерная работа с выпускниками в школе номер 2 ведется с первых дней учебного года. Групповые опросы, тренинги, анкетирование. В целях снижения тревожности и снятия напряжения педагоги реализуют комплекс мер. В случае выявления факторов риска с ребенком начинаются индивидуальные занятия. Нужно подготовить морально к тому, что у них это все получится, что они это способны сделать. Об этом мы говорим практически на всех консультациях, на каждом уроке. Потому что для человека не только знания важны, но и важен настрой на экзамен. Его возможности прийти спокойно, сесть во время экзамена, продемонстрировать свои знания. Потому что спокойствие – это одна из слагаемых успеха для детей. В комплексной работе по формированию у подростков адекватного настроя к экзаменам весьма важна соответствующая атмосфера в семье. С родителями педагоги проводят беседы и оказывают консультативную помощь. Стоит отметить, что пока особых психологических проблем у выпускников нет. В Бруклине открылся музей пиццы, посетителям которого предлагается целый ряд всевозможных выставок и инсталляций, посвященных знаменитому итальянскому блюду, рассказывает Артем Сторонов. Побродить среди подтеков расплавленного сыра и посетить тематический пицца-пляж в ближайший месяц смогут жители Бруклина и туристы. Здесь на время открылся интерактивный музей, полностью посвященный знаменитому итальянскому блюду во всех его ипостасях, говорит один из создателей этой инсталляции Карим Рахма. Музей пиццы – это место, посвященное знаниям, открытиям, поп-культуре, всему, что связано с миром пиццы. Здесь есть пицца-видеоигры, пицца-искусство, пицца-инсталляции, пицца-история – все в одном месте. Мы решили создать такое место, потому что пицца, она для всех. И для разорившихся одиноких людей, которые покупают кусочек за $1, и для вечеринки с друзьями в честь 30-летия, где все едят огромное блюдо за $50. Посетители музея могут полюбоваться обширной коллекцией коробок из-под пиццы, а могут пошвыряться ими на глазах у фотографа. Полюбоваться на Венеру Боттичелли, перекусывающую пиццей, и на различные предметы, выполненные в форме треугольных кусочков. А проголодавшись, можно перекусить здесь же, в пиццерии. Стоимость посещения музея составляет $35, порядка 2300 рублей. Он будет работать до 18 ноября. Мы следим за развитием событий, не переключайтесь.